Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульгия Азими. Здравствуйте. В стране наблюдается прогресс во всех сферах социально-экономической жизни общества. Так, в честь великого праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех городах и районах страны развернуто масштабное строительство объектов различного назначения. В свете указаний и поручений лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и по инициативе председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, в столице реализуется новая градостроительная политика, в рамках которой возводятся деловые, научные, образовательные и спортивные центры, социально-культурные и промышленные объекты, обеспечивающие жителям новые рабочие места и комфортное проживание. Тему продолжит Карим Хайдар. Благодаря усилиям и стараниям лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, Таджикистан день ото дня становится процветающим, красивым и развитым. По всей стране строятся дороги и тоннели, малые и крупные гидроэлектростанции, высотные жилые дома, современные школы, создаются новые рабочие места. С каждым годом увеличивается размер заработной платы и пенсии. Мировое сообщество поддерживает инициативы главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона. Повышается международный имидж и авторитет нашего суверенного государства. Таджикистан – самая безопасная и спокойная страна в мире по версии влиятельных мировых институтов. В стране наблюдается экономический и технологический прогресс. Таджикистан стал занимать видное место в мировых новостных сетях. Очень хорошая. И город красивый, и люди все хорошие. Ваша страна очень красивая. Город Душанбе так красивый город, зеленый, чистый, очень много цветов. И ваши люди, у них сердце очень большое. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. За короткое время в Душанбе созданы сотни объектов различного назначения, в том числе школы, административные и производственные объекты, спортивные площадки, парки, скверы, центры культуры и отдыха. Душанбе превратился в место проведения крупных международных саммитов и конференций высокого уровня. Душанбе, сердце Таджикистана, является любимым городом не только для каждого гражданина страны, но и многочисленных иностранных туристов и гостей. В рамках гуманной политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в целях скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия в селе Зугванд сельского джамуата Зонг Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области, а также для строительства жилых домов оказана помощь в виде строительных материалов жителям, пострадавшим от стихийного бедствия. В свете указаний президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, жители села Зугванд, сельского джамуата Зонг Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области, пострадавшие от стихийного бедствия, находятся под постоянным вниманием руководства правительства страны. По указанию президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 26 семьям села Зугванд, сельского джамуата Зонг Ишкашимского района, чьи дома пострадали частично, и те, которые были повреждены незначительно, доставлена помощь в виде строительных материалов. В частности, строительные материалы состоят из 35 кубометров досок, 8 тонн арматуры, более 90 тонн цемента, а также двери, окна, каждой семье по 1000 квадратных метров кровельного железа и другие виды строительных материалов. В настоящее время ведутся работы по благоустройству и созиданию. Строительство 13 домов, которые были полностью разрушены в результате стихийных бедствий, продолжается ускоренными темпами и на высоком качественном уровне. Жители выражают благодарность президенту страны за помощь и пристальное внимание. С первых дней стихийного бедствия в селе Зугванд Ишкашимского района жителям оказана помощь в виде продовольствия и денежных средств. Благодаря президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, устранены последствия стихийных бедствий в нашем селе. Мы выражаем благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за оказанную помощь. С первых дней стихийного бедствия пострадавшие жители находятся под пристальным вниманием главы государства.
В Таджикистане имеются все возможности для возделывания земли, выращивания вкусных, экологически чистых сельскохозяйственных культур. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, в этом году собрано 565 310 тонн сельхозпродукции, что на 19 281 тонну больше, чем за аналогичный период 2023 года. На фестивале арбуза, дыни и тыквы были представлены лучшие сорта сельхозпродуктов по доступным ценам. Жители и гости столицы с удовольствием раскупали ароматные плоды под зажигательные песни. Праздники и фестивали сельхозпродукции ежегодно проводятся в разных странах мира. Но в Таджикистане фестивали проводятся с особым размахом, ведь в нашей стране в этом плане есть чем гордиться. Праздник арбуза, дыни и тыквы, который проходил в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фердавси города Душанбе, поразил жителей и гостей столицы своим великолепием. Аграрии со всех городов и районов республики представили различные сорта бахчевых и других сельхозкультур. Национальная таджикская музыка добавляла фестивалю праздничную атмосферу. Пирамиды из созревших тыкв, дынь и арбузов продемонстрировали возможности и богатый опыт таджикских дихкан, а большое количество посетителей свидетельствует, что праздник популярен среди населения. Вся представленная продукция была предложена по ценам ниже рыночных. Следует отметить, что цель проведения данного праздника – возрождение традиций выращивания сельскохозяйственных культур и ознакомления с опытом земледельцев разных регионов Таджикистана. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан, в этом году в республике сельскохозяйственными культурами было засеяно 23 632 гектара, из них 18 615 гектаров арбузы, 5019 гектаров дыни. До 1 августа собрано 565 310 тонн сельхозпродукции, что на 19 281 тонну больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению жителей и гостей Душанбе, впечатляют размеры представленной продукции. Можно увидеть как гигантские арбузы, дыни и тыквы, так и совершенно миниатюрные. Главное, что по вкусу они очень вкусные и полезные. На фестивале в отдельных уголках были представлены национальные блюда, приготовленные опытными кулинарами. Все, кто посетил фестиваль, получили массу положительных эмоций. Зумрат Файзиева, Далер Содиков. Новости. 30-31 августа текущего года в городе Душанбе состоится первый чемпионат мира по национальной борьбе гуштингири, на котором примут участие представители этого вида спорта из 65 государств мира. Тему продолжит Зумрат Файзиева. История, цивилизация и национальные традиции таджиков были возрождены в годы государственной независимости Республики Таджикистан и сегодня считаются важной, обогащающей и объединяющей частью мирового сообщества. Среди таких древних традиций нации – национальная борьба гуштингири. 30-31 августа в Душанбе пройдет первый чемпионат мира по национальной борьбе. Примут участие представители этого вида спорта из 65 государств мира. С 14 лет я занимаюсь этим видом спорта гуштингири. Я участвовал в районных, городских и областных соревнованиях. Для нас, спортсменов, большая честь и гордость, что в Душанбе пройдет первый чемпионат мира по гуштингири. Мы серьезно готовимся к этому престижному чемпионату. По этому поводу утверждено соответствующее постановление председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. И в настоящее время продолжается процесс подготовки к проведению чемпионата на высоком уровне, который состоится в комплексе тенниса и водных видов спорта. В настоящее время члены сборной команды Таджикистана по гуштингири усиленно тренируются, а также занимаются подготовкой своего соответствующего веса для каждой весовой категории. В целом, в первом чемпионате мира по гуштингири примут участие от Таджикистана 18 спортсменов, 12 в мужских состязаниях и 6 среди женщин. В первом чемпионате мира по национальной борьбе гуштингири в Душанбе примут участие 18 таджикских спортсменов. Всего примут участие более 200 спортсменов из разных стран мира. Спортсмены будут соревноваться в 9 весовых категориях, в 3 весовых категориях среди женщин и 6 среди мужчин.
Напомним, что таджикская национальная борьба Гуштингири при поддержке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, получила международный статус, что способствует дальнейшему развитию этого национального вида спорта в стране. Отметим, что согласно постановлению председателя города Душанбе в 2024 году в столице состоялся международный турнир по национальной борьбе Гуштингири на кубок председателя города Душанбе. В настоящее время таджикские спортсмены усиленно тренируются, чтобы достойно выступить на первом чемпионате мира по национальной борьбе Гуштингири, до начала которого остались считанные дни. Гуштингири – один из самых популярных видов борьбы, от которого происходят другие виды, такие как дзюдо, самбо, кураж и борьба на поясах. Гуштингири имеет высокий рейтинг среди населения и является основным средством популяризации физической культуры и спорта. Зумрат Файзиева, Далер Содиков, новости. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Всего вам доброго, оставайтесь с нами.